Здравствуйте, меня зовут Ирина Богатырева. Это канал магазина этнических музыкальных инструментов «Та-музыка». И сегодня я расскажу вам о варгане Влада Березенко. Варган называется ультрабас, и вы уже по его размеру и по этому названию должны понимать, как он звучит. Ну, как вы понимаете, на этом можно было ролик закончить. Все, спасибо, до свидания. Но на самом деле я все-таки хочу рассказать об этом инструменте. Несмотря на то, что все так прозрачно и понятно, это инструмент непростой. Скажу сразу, мне стоило достаточно долгого времени освоиться с ним. С одной стороны, конечно, это связано с тем, что я редко играю на таких инструментах, честно признаюсь. То есть кто смотрит наш канал, тот знает, что я предпочитаю мелодичные инструменты, более маленькие инструменты, инструменты, на которых вы хорошо сыграете весь обертонный ряд, ну, то есть вот какие-то такие. Что касается этого варгана, он явно сделан для других целей, как говорится. Какие это цели? Скорее всего, ну, я не буду загадывать, говорить за мастера, что он там хотел, но тем не менее, как мне кажется, здесь шла задача сделать именно низкий звук и именно такой звук, который позволяет вам на нем сконцентрироваться, так скажем, потому что здесь все сделано для этого. Очень мягкие деки, настолько мягкие, что если вы их держите, не дай бог, вот так, в порыве, значит, игры и страстности вы точно зажмете их, и они будут точно бряцать. Зазоры выведены минимально. Для такого инструмента, такого размера и при использовании такого мягкого металла это, в общем, большой минус, потому что любое неправильное движение, любое движение ваших челюстей, так или иначе, когда мы играем, мы изменяем их положение, рук и губ, потому что мы тоже можем сжимать их во время игры. Одним словом, вот все, чуть-чуть неправильное движение, вы обязательно получите язычком по раме. И получится такой дребезг. Ну, кто играл на таких инструментах, понимает, о чем я говорю. Поэтому варган требует большой концентрации. Он требует внимания во время игры, требует правильного положения вот всего-всего буквально. То есть такая ситуация, когда не дышать, как говорится. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы не дышать не получится, потому что как раз-таки инструмент очень низкий. Тут требуется огромный поток воздуха просто для того, чтобы раскачать этот язычок. То есть это тот случай, когда вам придется действительно поработать, ребят, если вы захотите освоиться с этим инструментом. В общем, что я могу сказать? Какие у меня были бы рекомендации? Значит, держите, самое вот прочное у него место – это кольцо. То есть держите за кольцо, все, нормально, ничего не случается. Не хватайте вот таким вот образом, никак вот так вот не надо. Берите вот его за кольцо, как можно дальше от рамы, и все будет нормально. Далее, когда играете, да, дыхание, да, оно необходимо, но старайтесь его контролировать тоже, потому что чуть-чуть больше его дали, инструмент просто задохнется, заглохнет. Вот. Потом, как я говорила, губы. Я не знаю, как играет мастер. Я кладу губы прочно на деки и держу. Возможно, мастер вот так вот открывает. Но, простите, в данном случае инструмент очень тихий, вы просто не получите звук, если вы будете не держать инструмент губами. Поэтому кладем губы как можно более расслабленно и пытаемся не сжимать их во время игры. Челюсти. Это просто прям вот беда, ребят, правда. То есть челюсти старайтесь не выдвигать туда-сюда. Это сложно. Вот, особенно если у человека прикус не совсем правильный, а у нас у большинства так, это сложно, правда, то есть, значит, поставили и тоже стараемся не двигать. Ну и теперь, что касается удара, это тоже очень важно. Так как я сказала, инструмент требует концентрации, вот так вот играть вот просто не получится, то есть бездумно, да, играть там ударом вперед-назад не получится. Вам надо выбрать какое-то одно положение, то есть играть либо от себя, либо на себя. Для данного инструмента это не принципиально. Может быть, даже от себя в каком-то смысле удобнее, потому что вам удается не создать вот этих вот дополнительных вибраций в язычке, которые приведут к этому неприятному бряцанию. Вот. Можно играть, конечно, двусторонним боем, но
тоже очень аккуратно. Одним словом, вот если вы только получили этот инструмент, взяли его, заиграли, и он у вас вот издал все возможные звуки, кроме нормальных, это хорошо. Это значит, что вы все делаете правильно, выдохните, положите его, и через какое-то время начните снова, аккуратненько, значит, с чувством, с толком, с расстановкой, так или иначе он в итоге вам поддаст. Ну, вот такой инструмент. Сейчас я пыталась вам показать, это не максимум, конечно, его возможностей, но это то состояние, когда вы достигаете дзена, достигаете равновесия, и как-то, значит, он хорошо себя ведет, и вы можете все-таки более-менее самовыразиться, так скажем, через эти звуки.